Здравствуйте. Мы сейчас начнем эфир. Набираем подписчиков пока. У нас сегодня будет в гостях Ольга Афанасьевна Парфенова, этнограф, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, обществознания, политологии СФУ. Мы сегодня поговорим о исторической фигуре личности Тыгына Дархана. Меня слышно? Так, подключаемся. Меня хорошо слышно, кстати? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, нас хорошо слышно? Да. Наши подписчики? Да, хорошо слышно. Ага. Ну что же, у нас сегодня в гостях Ольга Афанасьевна Парфенова, этнограф, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, обществознания, политологии СФУ. И сегодня мы поговорим о Тыгыне Дархане. Вообще на этой неделе он стартовал, на прошлой неделе точнее, вышел в прокат фильм «Тыгын Дархан», и закономерно возник очень сильный интерес к персоне самого главного героя Тыгына Дархана. И, судя по отзывам, у зрителей, в общем-то, какая-то вот определенная каша присутствует, да, то есть некоторые его называют выдумкой, мифологическим персонажем, другие говорят, что он прародитель народа Саха, но, конечно же, вот мы сегодня поэтому хотим поговорить о том, кем был реальный исторический персонаж, вот фигура, как личность, сам Тыгын Дархан. Ольга Афанасьевна? Здравствуйте. Тыгын Дархан – фигура очень такая известная, знаменательная. Ему посвящены многочисленные исторические предания якутов, очень много литературных произведений. И вот вышел фильм, да, такой, я думаю, следующий такой шаг осмысления вот этой исторической личности. Конечно же, мы называем его историческим героем, потому что он действительно существовал. Факт его исторического проживания уже наукой доказан. Мы знаем многочисленные письменные упоминания о нем, об его детях и позже уже об его потомках, внуках, например, да, внуки его Мазары Базекове. И мы знаем записи этнографов XVIII-XIX века, которые вот зафиксировали предания, которые гуляли уже тогда в народе, многочисленные. Ну и такая масса преданий была записана в веке XX. А сейчас идет вот такое осмысление всего пласта вот этих письменных и фольклорных источников. И мы с вами на самом деле имеем несколько тыгынов. Вот люди, конечно, правильно, с одной стороны, говорят, был тыгын исторический, реальная историческая личность, которая вот разворачивала свою деятельность в XVII веке. Есть тыгын мифологический, который где-то перекликается с богатырями героического эпоса Олонхо, с героями исторических преданий. Вот он такой сказочный персонаж немножко, да. И где-то даже, я бы сказала, есть тыгын политический. Это тот, который вот наш сегодня, мы его трактуем, да, по-новому и говорим сегодня о нем вот, в современном контексте. То есть он разный, как и всегда в жизни бывает. Грани разные, получается, этого образа. Но это реальная историческая личность, да. Да, ну вот, во всяком случае, его могила до сих пор не найдена, да? То есть есть какие-то вот серьезные подтверждающие там факты о том, что вот как он действовал, существовал, жил? Ну, вот одним из самых серьезных таких аргументов, фактов, да, существования тыгына исторического являются казацкие, так называемые казацкие записи, да, письмена их. Казаки отписывали следующее, вот я даже процитирую вот эту фразу. Вообще эта фраза, эта цитата относится к 1631 году, то есть ну, к самому началу, да, вот
нового этапа в нашей истории. И автор это Иван Галкин, известный первооткрыватель, вот, скажем, первопроходец вот этих земель, да. И что он пишет следующее. Якольских людей лучший тайша тынина, вот он его так называет, да, на русский манер, Есаку нам не платил и сражался с нами во все дни, и отпускать нас не хотел. То есть за этой вот и отпускать нас, государевых твоих людей, не хотел. То есть за этой фразой, такой короткой, да, мы видим целую такую историческую драму. Действительно, когда казаки пришли сюда в начале 30-х годов 17 века, да, то, конечно же, первые люди, с которыми они столкнулись, это были вот жители вот этих 3 долин наших с вами, Туймада, Эркяни, Энсели, да, и Тыгын был одним из первых, кто встретил их со своими сыновьями, и вот такой, в общем-то, ну, отпор оказывал, да, вот этому желанию объясачить, вовлечь в государственный оборот. Соответственно, вот так вот он вошел в казацкие записи. В виде Ну вот вот этого. с Тыгыном связывают первую форму государственности народа Саха. Вот какая это форма была? Ну, я бы не сказала, что это была форма государственности. Да? Дело в том, что вот государство – это что? Вот сегодня мы с вами понимаем, что государство – это все-таки продукт европейской цивилизации. Первые государства – это полисы, греческие полисы, потом была Римская республика, империя. Государство – это то, что дала нам Европа. А вот в других регионах мира, да, это вот в Азии, в Африке, в доколумбовой Америке существовала другая общественная структура, и современная историческая наука, есть такая еще наука политическая антропология, она говорит о так называемом вождестве. Его на английском языке вождество, да, называют chiefdom, да, используется. Считается, что вождество, оно может быть простым, может быть сложным. И вот вождество, оно характерно для, например, народов Океании, вот африканские монархии – это вождество. Даже вот империя Чингисхана, империя гуннов или тюркские каганаты – это вождество. Доколумбова Америка, вот эти ацтекские, так называемые, их называют условно государствами, но на самом деле это вождество. Ацтеки, майя, инки. И, в общем-то, возможно, мы сегодня только предполагать можем, да, что вот Тыгын Дархан, он неосознанно стремился вот к такому объединению, как вот он называет, да, которое носителем исторической памяти, который вот он был, к вождеству стремился. Ну, скорее всего, ну вот у нас поступил вопрос, да, в каком возрасте погиб Тыгын? Есть какие-нибудь данные насчет этого? Ой, вот сложно сказать. Мы, судя по возрасту его сыновей, только мы можем косвенно говорить, да. Его сыновья в 30-е годы это были уже взрослые люди, которые участвовали, ну, предводительствовали, да, в разного рода там движениях 30-х годов, вот восстания, например, они поднимали. И, соответственно, ну, значит, он родился где-то вот, предположим, в 70-х, может быть, 80-х, ну, я так вот условно могу предположить, в годах 16 века. То есть ему было на момент вот вхождения Якутии в состав московского государства, ну, где-то около 50 лет, наверное, было. То есть он застал, да, в принципе, вот приход первых казаков и... Ну, видимо, погиб все-таки. Вот большинство историков склоняется к тому, что вот он либо оказывая вот это вот сопротивление очень такое отчаянное, да, вот где-то в этих событиях он в начале 30-х годов погиб. Потому что больше мы знаем о нем вот эти краткие только буквально упоминания, а дальше в 30-е годы уже дальше упоминаются его потомки, дети в основном, и дальше потомки.
Ну вот в Они- фильме альтернативой Тыгыну Дархану, его соперником является Лигой, да? Тоже такая Мгм. достаточно харизматично сыгранная роль, очень интересная. И вот какие источники есть, которые вот подтверждают его, скажем так, не мифологичность, а реальность? То же самое казацкий, потому что Люгей-то он дальше разворачивал свою деятельность, то есть он упоминается и в более поздних, до Мгм. 40-х годов, даже если я не ошибусь, да, я чисто вот Люгеем, конечно, не занималась, но это Мгм. такой тоже абсолютно такой, знаете, действительно харизматичный лидер, да, барагунских якутов. Это человек, который на равных буквально с Тыгыном, как Мгм. говорится, боролся за власть вот здесь, на якутской земле. Мгм. И, ну, вот, собственно, ну так произошло, что все-таки больше Тыгын как бы, да, остается в памяти народа, но Люгей, он с ним сопоставим абсолютно. То есть без Люгея бы не состоялся Тыгын, а без Тыгына, наверное, не состоялся бы Люгей. Да. Так что они оба дополняют друг друга. Вот. И в истории, и в преданиях они неразрывны, вот эти два человека. Это, да, действительно исторически существовавший человек. Очень богатый предводитель, по численности скота не уступает Мгм. своим соперникам, да, по численности населения, вот, племени, да. Такой известный тоже, известная личность. Мгм. А что историки говорят насчет того, что почему вот у Лигоя не получилось объединить под свое начало, то есть победить Тыгына? Ну, мне кажется, что в историческом процессе люди, да, вот даже Мгм. лидеры, они не всегда действуют осознанно. Нередко люди Мгм. действуют вот исходя из каких-то вот буквально сиюминутных мотивов, может быть, каких-то личных пристрастий. Мгм. Не всем дано понимать ситуацию. Вот так, какой она будет видеться через 100, 200, 300 и тем более через 400 лет, конечно же, да. Люгей Мгм. действовал в интересах своего племени прежде всего. Это раз. Потом все-таки немножко была чуть меньше численность населения вот барагонцев, Мгм. чем, скажем, кангаласцев, да, немного меньше. Ну, буквально, по крайней мере, по казацкой переписи 1660-х годов, там видно, что кангаласцев было чуть больше. Но зато Заречье – это, конечно, очень хорошая такая база коневодства, скотоводства, там хорошие заливные луга. Ну, все знаем, да, заречные аласы. Мы и сейчас стремимся. Мясо мы откуда покупаем? Мы заречное мясо покупаем, да, естественно. Ну вот у каждого были как бы свои плюсы, да, получается, свои какие-то Мгм. преимущества. Но, видимо, все-таки Тыгын в какой-то степени вот он был где-то вот желая подмять под свою власть людей, он осуществлял некую такую историческую программу, которая ну, просто была прервана приходом казаков. Она не состоялась, скажем так. А Люгей действовал в своих интересах его племени, что вполне понятно, и никаких к нему, как говорится, претензий. Он такой же мощный, такой же харизматичный. Прекрасно сыграл артист, кстати, в фильме. Мгм. Мне очень понравилось. Вообще в фильме очень хорошо показана вот мужская культура якутская, да, вот эта часть мужской. Прекрасный язык, художественный. Приятно очень было посмотреть. Большая Мгм. благодарность создателям фильма за такое замечательное событие в нашей жизни. Ну вот еще нужно упомянуть, что это все-таки художественный фильм, да, и поэтому Да, не нужно там воспринимать некоторые события как документально происходившие. Вот у вас, как конечно. историку, вот какие события показались в фильме, ну, в общем, вот художественным допущением? Ну, мне кажется, что вот поход Тыгына, да, в Верхояние, тем Мгм. более вот в таком вот, ну, почти паломническом таком формате, да, мне кажется, это все-таки, конечно, это художественный образ, когда режиссер хотел показать страдания его, да, вот какой-то вот перелом его, и действительно вот героизм, вот мужество. Это вполне понятно, вполне Мгм. допустимо. Потом
есть там такие моменты, ну, как мне мой один хороший коллега Айтал Игоревич, он сказал: иди, Ольга Афанасьевна, этот фильм, но историка оставь дома, запри его в шкафу, и так, в общем-то, иди. Ну, я считаю, правильно, потому что это искусство, его надо так и воспринимать. И мне очень понравилось, например, когда Тыгын обращается к потомкам, то есть к нам, да, он говорит о том, что я совершал ошибки, но вы будете помнить меня как человека, который вот старался объединить вас. Это вот мне вот этот момент. И вот эта фраза его о том, что с Запада идет опасность, беда, да, все-таки, мне кажется, режиссер что хотел сказать? Сегодня с Запада идет действительно беда, это глобализация. Вот когда мы можем потерять свои корни, да, и надо об этом помнить. Перекликается очень многое же, да, сегодня вот с 17 веком в том числе. А последний финальный вот, собственно, финальная картинка вот в кино, в фильме там мне понравилась, когда Тыгын смотрит на реку и ждет, да, Запада, вот, собственно говоря, придет другая жизнь, другая эпоха. Поэтому, ну, вот у не нас знаю, тут, фильм мне понравился очень. да, у нас тут и есть еще один вопрос. А тюркские и другие ученые, да, из других стран, они изучают Тыгына Дархана? Ну, Есть ли я работы? знаю, что упоминают о нем, да, в некоторых работах, а так вот специально изучают нет. Но интересуются, и мне кажется, прежде всего, вы знаете, очень большой вклад внесли советские ученые. Вот. Сейчас тюркские ученые занимаются своими, в основном, своим материалом, а вот в советское время, я прям даже назову имена, и если молодежь интересуется, почитайте работы. Конечно же, это Токарев, это Бахрушин и, конечно же, Окладников. Это люди, которые внесли огромный вклад вот в разработку истории этого периода 17 века. Особенно вот я советую вам Токарева и Окладникова посмотреть. Очень интересно. Да. Ну вот в фильме еще есть сыновья, достаточно активно действующие персонажи. Вот что известно историкам современным о судьбе его сыновей? Ну, по-моему, у Токарева это было очень активно, ну, очень подробно он описывает, из казацких, да, вот дело в том, что казацкие документы, они были до советского времени недоступны историкам, а вот именно в советское время их стали поднимать и по-новому осмысливать. И вот Токарев – это тот человек, который нам открыл вот эти знаменитые портфели Миллера и так далее, да. И Токарев что пишет? Вот о восстаниях, которые подымали, кстати, восстания подымали и Мымак, и где-то там в 42-м, по-моему, Лёгёй тоже, да, и они часто не поддерживали друг друга. Вот то кангаласцы не поддерживали барагонцев, то барагонцы кангаласцев, то намцы откалывались. Ну, то есть вот такая вот была. И как-то не выступали единым фронтом, да, каждый раз по-разному. И сыновья Тыгына, они вот тоже в числе, ну вот тех были как раз предводителей восстаний против засилья вот этого, да, казацкого, когда казаки приходили и очень большой такой ясак накладывали. О них вот в этом ключе упоминается, и, насколько я вот помню, они казнены были. И, в фильме знаете, немножко по-другому. да, в фильме, ну, это понятно, там немножко по-другому показано. А так вот они продолжали дело отца в том числе. И вот когда они были объясачены, именно тыгыниды, да, в 1937-1938 году, вот после этого уже все, как бы процесс объясачивания уже вошел вот в колею, вот так вот. Была признана власть московского царя, скажем так. То есть Якутия окончательно вошла под зону действия власти московского князя. Да, потому что вот именно кангаласские тайоны стали как бы вот, ну, подчинились, да, получается, царю. Вот такая сложная история. А интересно, есть сейчас какие-нибудь прямые потомки Тыгына Дархана? Я думаю, что есть, потому что там веток-то много было, и мне кажется, что современные саха очень многие хотят быть потомками Тыгына Дархана, и вполне
резонно указывает. Сейчас же многие семьи свои интересуются своей генеалогией, поднимают ее действительно, да. Мы все знаем, что есть потомки вот того же Сафрона Сыранова, Галактион Шадр, это уже более поздний, да, это вот Шадрины, это как раз потомки Тыгына, да. И точно так же вот в Монголии, вы знаете, монголы сдают кровь на генетический анализ, у них есть там такой предмет принадлежности, вот являешься ли ты потомком Чингисхана. И вот это предмет национальной гордости. Вот у якутов это тоже есть. Я когда писала диссертацию, ну это было давно, конечно, мне многие люди, особенно вот представители нашей интеллигенции, говорили, а ведь я потомок Тыгына. И очень приятно, это очень хорошо, что вот у нас есть человек, историческая личность, да, на которого мы оглядываемся, скажем так. Это хорошо, это говорит о том, что мы формируемся как такой единый народ, продолжается этот процесс такой поступательно. И этот фильм тоже свидетельствует о том, что мы и большой единый народ уже сегодня, народ Саха. Ну, вот еще был вопрос про Далана. Где Далан брал источники, чтобы написать? Вот тоже, насколько я знаю, Далан, он, конечно же, на исторических преданиях и исторических вот документах XVII века. Но, опять же, мы должны понимать, что повесть Далана – это художественное произведение. Поэтому, да, вот там и некие образы художественные. Ведь любое художественное произведение должно вызвать какую-то эмоцию, какое-то чувство. С этой целью уже делается. А история – это наука, там все объективно, без эмоций все-таки. Хорошо, а вот известно ли даже примерно, может быть, да, где вот захоронение Тыгына? Я как-то спрашивала у наших археологов, и некоторые из них высказывают, ну вот как бы два мнения я услышала, что он похоронен так, что вот мы его никогда не найдем, потому что, скорее всего, его погребли сыновья в эту суровую эпоху, да, и его спрятали, чтобы не был никому. А некоторые говорят, что где-то под городом Якутском. Мне даже смело так высказывали, что улицы вот эти вот Каландрашвили и Петровского. Но я не знаю, не буду, это же не моя тема, да, просто я думаю, что не суть важно. Ну, найдем мы, предположим, да, останки Тыгына. Сможем ли мы доказать, во всяком случае, что это мы же тогда, получается, будем иметь некие материальные подтверждения о том, что это все-таки реальный персонаж, потому что очень многие, например, те же аристократические роды, например, Британии, они ведут свое происхождение, например, от короля Артура, который абсолютно мифологический персонаж, и, в общем-то, Тыгын поэтому может быть и мифологизирован очень сильно, что еще пока не найдено. Ну, может быть. А так Чингисхана же не нашли до сих пор, да? И я думаю, что, не знаю, не буду, вот это не моя тема, поэтому я не могу сказать, найдут ли Тыгына или нет. Конечно, будут археологи продолжать его поиски, но для меня это вполне реальный человек, исторически существовавшая личность, и сомнений нет, потому что его историчность была учеными доказана. Причем не только вот нашими вот местными якутскими учеными, а учеными всесоюзного значения, такими как Токарев и Окладников. Это имена громкие, очень большие. Это крупные историки 20 века. Они доказали, что вот он был, да, такой человек. Другое дело, что, ну, в записях казаков, по крайней мере, он точно был, а они вряд ли его выдумали, да. Ну, во всяком случае, многие роды ведут вообще счет от Элляя, да? Который на самом деле мифологический персонаж. Но Элляя же в казацких документах не упоминает, понятное дело, да? И, конечно, мы все хотим быть там от Адама и Евы, понятное дело, да? У каждого народа есть свои прародители. Династии любят ссылаться на какое-то героическое или там даже божественное происхождение. Это понятно, это способ легитимации власти. Но Тыгын, безусловно, историческая личность, и
было, конечно, очень приятно встретиться с ним вот во время просмотра фильма. Вот есть вопрос, а какие взаимоотношения были между мымаком, барагонцами и кангаласцами? Ну, взаимоотношения соперничества, конечно же, да, потому что Мгм. это век битв, или как на якутском языке кыргыз-уеты, да, Мгм. в этот век, это вот 15-й, 14 даже берем, да, 14 Мгм. 17 века, 16 начало 17 века, это век битв, то есть век соперничества между кланами и линеджами. И в этой борьбе как раз и выражалась объединительная тенденция. Люди по-другому тогда еще не умели объединяться, а только через Мгм. вот такие военные набеги. Но кроме того, Мгм. они, кстати, да, встречались, вы видели в фильме показано, и во время сехов, да, и во время Ну, каких, культурное какое-то да, объединение тоже, тоже, наверное, тоже какое-то было, общее да, было, да? Мгм. язык общий, конечно, был, да. Это Да, ну все-таки вот был еще уже один народ. Ага. вот вопрос, откуда Далан взял идею, что Дыгын хотел создать государство якутов? Дело в том, что о том, что Дыгын хотел создать государство, вот Мгм. эта идея была высказана академиком Окладниковым. Но, Мгм. правда, он писал не сколько о государстве, а сколько об племенном объединении Эль, по примеру тюркских, Мгм. вот, южных тюрков, да, Эль, Мгм. и Окладников вот эту идею высказывал. Ну, а у якутов она наложилась на вот эти предания о том, что все-таки был у нас человек вот такого уровня, да, который хотел нас объединить, и вот просто, ну, не состоялось это. А Окладников даже называл это его царем, якутским царем. Вот так вот. То есть он и Мгм. очень высоко его оценивал. И вот оттуда и пошла, в общем-то, вот эта идея впоследствии. Мгм. Но, а так, все-таки вождество по всем признакам, то, что происходило в Якутии 17 века, это вождество, конечно. Вы понимаете, вот, например, современная наука трактует, вот, предположим, общественный уровень эскимосов, инуитов, простое вождество. Да? Мгм. А у якутов 17 века там же все признаки. Это и социальное неравенство, и территориальное разделение. И эти люди Мгм. уже не просто родственники друг другу, они объединены вот именно надстройкой вот этой идеологической. И вот вам лидеры, вот вам Тыгын, Лüгөй, Мымак, да, наши герои. Мгм. Каждый ведет свою родословную Элляя, то есть они все Тойоннумуга, да, господский род, аристократия очень. Это вождество, конечно. Это никак не первобытный общинный строй. Это Мгм. вождество, но и не государство, потому что государство – это Мгм. европейское понятие, а у нас вождество. Мгм. Ну вот есть еще уточняющий вопрос насчет вот титула Дархан, да? Мгм. Ну вот вообще Ну, вот как бы у Ксенофонтов, тюрков же было да, несколько там титулов: хан, Дархан. ага. Вот у Ксенофонтова очень много об этом написано, да, и он Мгм. считал, что это такой древний тюркский титул, вот как бы собиратель, от слова терьер, там, да, Мгм. но, собственно, вот этот титул, он как бы утратил свое статусное значение, но стал именем вот впоследствии, так же, как и Дойдуга, и там Муньян-Дархан, это все бывшие, вот как вот он говорит, вот эти имена, они на самом деле отражали деятельность людей, их Мгм. цели, задачи, а потом превратились в имена. И точно так же Дархан, это вот, видимо, был такой титул, так же, как и Тыгын, кстати. Тыгын, Тегин, да, вот он рассуждает же, Ксенофонтов, на эту тему, что это вот титул, потом превратившийся в имя. То есть Дело это в том, не его что, личное имя. ну, когда-то это был титул, а потом ему дали его как имя. Мгм. Ну, якуты же, собственно, заселяя Ленский край, они приходили сюда племенами, этот процесс был растянут во времени, скорее всего, и какие-то свои
естественно, историческую память они несли, она могла утрачиваться, могла видоизменяться. Ну вот тут есть еще вопрос про по преданию, что он дал землю по размеру шкуры быка. Это вот Ага. насколько Это такое... правдоподобно? Нет, я думаю, что это Это скорее позднее предание. миф. Мгм. Якуты, они в течение 18-19 века, вот эти предания функционировали в народе, и на них накладывались еще и напластования культурные. Даже Мгм. это же старинный древний библейский сюжет. Это же Да. такое предание, оно напластовалось просто сверху. То есть Мгм. идея в том, что его обманули. Вот так вот. В этом как Мгм. бы Мгм. оправдательный такой мотив в том, что его обманули. А так напластований много все равно. Мировые сюжеты накладывались на Ну, они, в исторические принципе, предания. едины, да. В Да, большинстве да. своем вот есть бродячие сюжеты, которые вот бродят исторически по народам, и потом они как бы накладываются на их персонажей, да. Ну вот пишут, что Да, и Дархан — это еще кузнец по-монгольски. да, кстати, я вспомню, и согласна совершенно с авторами вот этого замечания, это в том числе Мгм. и кузнец. То есть этимология этого имени, она по-разному, в общем. Мы можем сколько угодно сейчас на эту тему рассуждать. Но я просто хочу, чтобы у нас был такой, знаете, может быть, объединительный подход. Пусть у нас будут Мгм. эти герои, вот, да, и те, и другие, что называется. Мгм. Так, ну что ж, дорогие подписчики, вы продолжайте задавать вопросы. В принципе, вот есть еще фигура дочери в фильме Тыгана Тыганы, ага. Дархана. Это вот, да, это вот реально существовавший исторический персонаж. Скорее всего, мифологический, потому что Мгм. это образ женщины, удаганки, да, которая предназначена божествам. Она не живет, уходит из среднего мира. Мы видим это и в Мгм. фильме отражено. На самом деле, вот его дочь, она стоит на одной ступеньке с другими его детьми, которых в фильме, конечно же, не было. Это было бы уж слишком Мгм. мифологично. В преданиях упоминаются его фантастические сыновья, зооморфные, вот эти вот Тасулумнах, например, да, Мгм. это, собственно говоря, ну, те персонажи, в которых сконцентрировано волшебство Тыгына, его сказочность, его харизма, сакральная харизма. То есть он же не простой человек должен быть в нашем понятии. Это, как говорится, сюрбяхкий, да, то есть человек харизматический. И вот харизма, она воплощалась в его коне, вот этом чудесном, волшебном красном коне, в его дочери, в его вот этих сыновьях. Это Мгм. вот как раз сказочная сторона его образа. Мгм. Можно было снять фильм фэнтези, но там нужен другой бюджет, конечно. Ну, в принципе, там сюжетов очень много, разветвлений, так что можно в разных жанрах действительно интерпретировать эту историю. Мгм, Но вот мгм. сейчас еще вот тоже какой-то вот вопрос там промелькнул, о том, что Лигой, например, спас якутов от истребления, в отличие от Тыгына, который... Ну, это получается, две силы исторического процесса, да? Мгм. Они могут быть центростремительными, могут быть центробежными. И Мгм. та, и другая имеют право на то, чтобы быть. И если да, если Тыгын, вот он предлагает как бы вот эту, да, и мы сегодня, поскольку мы сегодня все-таки хотим повысить свой статус, состояться как республика, состояться как Мгм. народ, может быть, где-то спастись от глобализации, то обращаемся к этому. А люгей, да, это вот спасительная ниточка, которая вот говорит о консолидации, о том, чтобы сотрудничать, предположим, с государством в тот период, да. Мгм. Так что да, Мгм. это вот обе тенденции имеют право на существование, абсолютно. И тут мы, как потомки одного народа, не должны ни в коем случае продолжать вот эти конфликты, не надо, мне кажется, надо любить и помнить всех. Вот я Ну к да, в такому, общем-то, да. это, в принципе, нормальный исторический процесс, когда есть несколько сил и несколько, Да. и много-много мнений. И, в принципе, Мгм. то, что преобладает потом какой-то сценарий, это
В общем-то, такие вот исторические, может быть, просто предпосылки вот так сложились, да? Вот. И тут еще вот Окончательно. вопрос, не пытается ли фильм приравнять фигуру Тыгына к Чингисхану? Ну, в каком плане пытается? Чингисхан — это, конечно, фигура мирового такого, да, масштаба. Мгм. Все-таки будем говорить об этом. Он создал глобальную империю, но параллелей довольно много, потому что на самом деле там супервождество у Чингисхана, а здесь Мгм. сложное вождество на таком местном уровне. Для нас Тыгын — это значительная фигура. Сегодня монголы, они строят буквально свою национальную идею вокруг Чингисхана. Там все пропитано, Мгм. вот кто поедет в Монголию или там бывает, знаете, там все пропитано вот этой Чингисханом. Он только из крана не льется там, да, в Монголии. А вот Мгм. нам, раз мы обращаемся к этому образу, значит, нам тоже нужны какие-то опоры, какие-то скрепы, как сейчас любят говорить, да. И Мгм. мы, наверное, еще не раз обратимся к фигуре Тыгын-Дархана, будем осмысливать себя как народ. Поэтому Мгм. и здорово, что он у нас был. И еще раз спасибо создателям фильма Никите Иннокентьевичу Ржакову, артистам, которые очень хорошо сыграли. Ну, не знаю, вот это мое субъективное впечатление. Я очень довольна, мне прямо такое Ну вот, прямо. кстати говоря, да, насчет антуража самого фильма, вот тут есть вопрос о том, что они очень красиво все одеты, но ни одного холодая и вечно в шапках почему-то. Ну, кстати, вот холодая это же, в принципе, 19 век, да, а мы тут видим Ну, это дорусский историки, период истории, там другие да. одежды были. Во-первых, потом, вы знаете, историки костюм, там были хорошие консультанты, доктора исторических наук, Мгм. Розалия Никитьевна Бравина, Андриан Афанасьевич Борисов, и консультанты по костюмам были, конечно же, они это отсмотрели, так что я тут, как говорится, ничего сказать не могу. Считаю, что там отработали хорошо наши научные консультанты. Органично, для меня органично смотрелось. Дело в том, что да, и во время СЭХа ходили в такой одежде вполне, потому что тогда, да и до сих пор же все самое лучшее нужно было одеть вот на Ну, люди-то. поэтому и меха, да, Поэтому меха, да, красивые, да, точно, да. соответственно. Ну вот, Органично вполне смотрелось. да, вот вопрос, есть версия о том, что Тыгын умер в плену. Есть ли этому исторические свидетельства? Особо нет версий об его смерти несколько. Вот и то, что он в Мгм. плену умер, и что в бою умер, и такая версия есть. Тут вот абсолютно мы ничего сказать не можем. Просто точно знаем, что он умер в начале 30-х, скорее всего, в 31 году. 31-32, ну где-то так вот он умер. Вот, в начале Да. 30-х годов. По крайней мере, в 1934 году его точно уже не было. Вот в этот промежуток вот он погибает. Ну, смерть, видимо, была все-таки такая преждевременная, да, потому что, Насильственное. возможно, да. А в плену Мгм. это вот, кстати, из-за башни, видимо, потому что вот эта Ну башня да, Ленского острога, ее называли башня Тыгына долго. кстати, почему вот Якобы он... привязалось вот это вот название башни Тыгына к этому острогу? Ну, во-первых, сама башня была построена в период его, так сказать, жизни, да, вот Мгм. вообще 17 век называют век Тыгына. Мгм. И вот как раз есть легенда о том, что он находился в плену вот в этой башне и чуть ли не задавлен был бревнами. Мгм. Это опять же к Библии. Помните, Самсона задавила бревна? Да, Так да, что, да, вот да, бродячий это сюжет. легенда. Скорее всего, это легенда. Мгм. Скорее всего. А так, башня это казачья, конечно. Вот тут спрашивают, фильм все-таки больше художественный или исторический? Я считаю, что он художественный больше. Художественный, Мгм. художественный. Вы знаете, ведь режиссер обратился к нам с такой идеей о том, что саха должны быть едины, что надо осознать свою историю, вот надо помнить о тех опасностях, которые внешний мир нам, как говорится, грозит, да, внешней силы. Вот я же уже Мгм. говорила о глобализации. Вот я так думаю, что идея в этом прежде всего. О необходимости единения. И фильм не должен нас разъединять, он должен нас объединять.
Ну, в любом случае, это наша история, и какая бы она ни Да. была, это все-таки наше прошлое. И в любом случае оно как бы и сейчас влияет, и тогда влияло, и на будущее повлияет. Замечательная история. Надо гордиться этой историей. Мгм. Вы знаете, однажды приехал к нам в гости московский профессор. Я ему Мгм. показала свою книгу о Тыгын-Дархане, и он воскликнул. Мне так было приятно. Он сказал: да, у вас был такой человек. Я говорю: да, был такой человек. И он, в общем-то, вот эта фраза говорит о том, что мы можем вот этими людьми гордиться, людьми 17 века, которые вот вы видели и в фильме их показали, какие они были мощные, смелые, вот посмотрите, красивые, да. В общем-то, кинематограф наш, я не знаю, я в восторге, вот прямо вперед шагнул якутский кинематограф, очень хорошо. Большое спасибо еще раз создателям фильма за удовольствие большое. Конечно, это художественный фильм, но мы так и должны понимать, мы должны гордиться своими предками, которые освоили этот суровый край. Вот они бились друг с другом, они совершали ошибки, где-то не могли объединиться, как-то что. Посмотрите, какие они богатыри, да? Вот. Ну, в любом случае, вообще 17 век в мировой истории очень интересный век. Там очень много таких Эпоха. персонажей, которые... Эпоха сама очень противоречивая, так что Тыгын, он вполне встраивается в этот тренд. И тут еще есть мнение о том, что некоторые уроженцы Хангаласского района утверждают, что Тыгын означает четвертый. Есть и тоже такая версия, потому что он был четвертый сын, и даже вот пишут, что, у Линденау, по-моему, да, у Линденау-то есть, что вот он в нарушение традиции стал, скажем, главным в своем клане, да, занял лидирующее положение. На самом деле он был младшим сыном, четвертым. Видимо, некоторые считают, что с этим связано его имя. Ну, видите, сколько исследователей, столько мнений, но все-таки большинство, склоняется к тому, что это, видимо, какой-то такой старинный титул, превратившийся вот в личное имя. Угу. Кстати, насчет четвертого сына, вот тоже, по-моему, бродячий сюжет, потому что, как известно, есть версия о том, что император Канси, когда передавал власть, там евнухи как-то переправили иероглиф 4 на 14, и в итоге как бы занял престол 14-й сын, а не 4-й. Ну вот, может быть, как-то с этим тоже может связано. Быть, обычаи же разные у народов. Майорат, когда передается старшему сыну, минорат, когда младшему. Но у якутов все-таки первенство отдавалось обычно старшим сыновьям, как у многих народов Центральной Азии. Так, больше майорат господствовал. А куда девались младшие сыновья? Некоторые пишут, что младший сын оставался с родителями, а старших отделяли в хозяйстве. И такое тоже встречается. У нас же такой вот, не хочу углубляться, потому что я не специалист, вот такой кипчакский тип скотоводческого хозяйства, то есть когда нужно было отделить аласные угодья, сенокосные, да, выделить там некоторое количество голов скота и так далее. Так что с сыновьями вопрос решался. Вот так вот. Ну вот, кстати говоря, да, есть еще мнение о том, что вот когда вот воевали против казаков, потом наступил сенокос, и все из-за этого разошлись. Воевали зимой, это правда. Во-первых, представьте, как воевать, когда вот зареченские-то не могут прийти на помощь. Без них-то как? Никуда, да? Естественно, только зимой происходили. Это во многих, не только у якутов так. В русской истории, российской истории тоже так. Все крестьянские войны и так далее, они происходят начинаются, по крайней мере, в ноябре, когда дорога застынет, бездорожье уже будет не препятствовать передвижению, урожай собран, вот, можно повоевать. Вот точно так же и здесь, конечно. Сезонные войны такие были. Уклад жизни такой был тогда, да. Это не наше время, когда не мешает. Вот есть еще вопрос окладников
о государственности якутов 15-16 века. Вот откуда данные? Окладников человек, который изучал очень хорошо, конечно же, историю других народов Сибири. Мгм. Он хорошо был знаком с археологическими памятниками и вот с письменами, и он связывал историю якутов с прибайкальскими курыканами. Оттуда вот он Мгм. берет вот эту идею эль, да, илька в якутском Мгм. языке, именно с курыканами связывает. А история Курыкана, она вот, ну, имеет археологические подтверждения, в том числе вот и известные всем наскальные рисунки, вот эти вот ленские писаницы, прибайкальские писаницы. Это вот окладников, да. Мгм. Так что А есть еще ну, какие-нибудь интересные факты о Тыгине, которые мы пока не упомянули? а, мне Или в нравится последнее время, сюжет. может быть, какие-нибудь появились сведения? Да нет, в принципе, много вот, я просто знаю, что в исторических преданиях очень много о нем. Но мне нравится, вот, я поскольку больше по мифологии, мне очень Мгм. нравились вот эти сюжеты, где он глотает сгусток крови с копья, где он Ух одержимо, ты. значит, одержим вот этим вот, ну, как шаман, да, подобный шаману, одержим, вот инициация его проходит, где мне нравится, когда он едет к намцам, к Мгм. Мымаку, да, биться, а намский шаман заговаривает стрелу и выпускает ее ровно так, чтобы она попала коню Тыгына в лоб в тот момент, когда поднимается конское забрало, и стрела проходит через весь позвоночник лошади. Это прямо, ну, я не знаю, это блокбастер. Ну, конечно, мы такого не снимем. А так здорово. И с тех пор, как бы, харизма Тыгына, она была утрачена. Вот это намцы сделали. Ну, интересно, до сих пор, когда в сторону намцев едешь, там такое хорошее место для засады на самом деле. Поджидать воинов, которые едут со стороны кангаласов. Ну, я не знаю. Это все очень интересно. Тыгын, он разный. Он вот Мгм. мифологический, он исторический, он, в конце концов, даже вот я говорю, политический есть Тыгын, да? Это Мгм. замечательная фигура нашей истории, нашей культуры. Его надо беречь. Не, я радуюсь, вот, собственно, тому, что эта дискуссия продолжается. А вот еще есть вопрос. А строения были вроде крепостей? И если были, то почему не А, сохранились вот эти вот материальные Я источники? вот допускаю, что, возможно, их таких не было, потому что в фильме вот они были же там крепости, да? Может быть, Мгм. это все-таки художественно. Не знаю. Вот я, опять же, я не специалист по материальной конкретно культуре, но предполагаю, что все-таки два типа дома точно знаю. Вот Балаган и Ураса, да, якутские Мгм. больше. И крепости сомневаюсь. Сомневаюсь. Это все-таки, видимо, ну, такая, скажем, творческая, так скажем, да, линия Мгм. фильма. Ну вот, кстати, продолжая этот вопрос, насколько крупными были поселения якутов в то время? Потому что вот в фильме показывается прямо какие-то вот массовые сцены, все одеты очень, ну то есть достаточно сложно организованное общество в плане того, что вот все эти латы и Оно, прочее, это же надо сделать. безусловно, были. Да. Но несмотря на то, что якуты были расселены довольно дисперсно, ну, территория у нас большая, да, тем не менее, сами Мгм. по себе вот якутские племена, или их называли джон, да, они были Мгм. довольно крупные. Они насчитывали, вот Крупные. казаки пересчитывали, Мгм. они насчитывают тысячи, 2-3 тысячи мужчин, это только мужчин. А вы представьте, там же еще и дети, ясакоплательщики, это вот несколько тысяч, Мгм. а там еще и женщины, дети, там большие были, да, вот селились довольно много, и была обмен был между племенами, и набеги, и ремесло, конечно же, было развито, естественно, это все было. И сложно, почему я говорю не просто вождество, а сложное вождество уже у якутов формировалось. Просто этот процесс был прерван.
Вот, исторический вот такой в революционный процесс. принципе, мы отвечали на этот вопрос, да? Вот можете рассказать о Лёгёй Тойоне? Его образ в фильме соответствует истории, но вот чисто вот как образ в фильме. Нет, я думаю, что это вот... Мы не знаем, каким был Лёгёй Тойон. Видимо, он все-таки был Мгм. человек достаточно такой дальновидный, судя по тому, что он пережил там всех буквально своих соперников, да. И это был Мгм. человек мужественный, естественно. А в фильме замечательно показаны, ну, некоторые интересные черты якутского национального характера. Мне очень понравился артист Петр Савин. Замечательно сыграл Лёгёя и с ноткой такой... Вы знаете, нация, вообще народ, это когда люди могут немножечко над собой сюморить. А когда люди Мгм. не могут над собой подшутить, посмеяться, значит, они еще малые, понимаете? Мгм. А величие же в этом. И вот мне понравилось, как Петр Савин сыграл, замечательно. И такая мужская культура показана. Я имею в виду пласт культуры. Вот как воспитывались Мгм. мужчины, как они держались, как они друг с другом общались. Вот это вот прямо в фильме очень хорошо. Это действительно так. Мгм. Так что, в принципе, вот мы уже говорили о том, что Лёгэй — это полноценный соперник и Полноценный равнозначная соперник. фигура, равная Актегюну. Да, ну просто вот другая историческая, скажем, траектория. И вот мы говорили о том, что в истории разные могут направления силы. И вот Мгм. он прикладывал свои силы в другую сторону, да, то есть он действовал в целях, там, в интересах своего, прежде всего, племени, вот. Мгм. И на самом деле, да, так. А так фигура очень мощная, конечно, Лёгёй. И Мымак тоже, кстати, да, ведь и впоследствии мы знаем, говорили, Мымаков улус, Намский улус, да? Мгм. Это, да, деятели такого равнозначные. А Тыгын просто вошел, ну как, поскольку он сопротивлялся какое-то время, ну, более активно, и, Мгм. соответственно, народная память его, естественно, вот так сохранила. Правда ли, что якуты торговали с китайцами, спрашивают? Насколько я наслышана от археологов, да, потому что в захоронениях якутов встречаются предметы китайского производства. Это вот и ткани, из них одежда изготавливалась, и самое главное бусы, конечно же, Китай. Мгм. Китай ближе, чем Европа, конечно. Но может быть, даже не непосредственно с китайцами, но опосредованно через других, скажем, могли, конечно, торговали, да. Ну да, в принципе, это Мгм. ближе, и культурное Мгм. какое-то там влияние наверняка тоже было, да, потому что, Да, ну, вот. раз тут какие-то материальные находят ценности, то и, в общем-то, Находят многочисленные, торговля да, была, да. Вот была, да. в принципе, вот Обмен. тут есть Мгм. этот, да, разбор с точки зрения этнографии, но, в принципе, мы как раз-таки и ведем, по-моему, Мгм. разбор с Мгм. точки зрения... Вот с точки зрения этнографии, действительно, этот фильм, как... Ну, фильм обсуждать с точки зрения этнографии, наверное, это же все-таки художественное допущение. Там Бессмысленно, да, много, конечно. много, да, много действительно, вот, как сказать, мифологизации, да, в плане в этого, ну, Мгм. художественной именно, чтобы Мгм. было не документальный же фильм все-таки. Поэтому с Мгм. точки зрения этнографии, вот как вы думаете? Ну, это же не документальный фильм. И Мгм. бессмысленно его вот с этой точки зрения анализировать. Это взгляд из сегодняшнего дня, из нашей Да. современной как бы эпохи, да, вот каким он мог бы быть. И в конце концов это посыл авторов, это посыл, предположим, Ну, Далана, некая это идея. посыл Аржакова, да, это посыл к нам, Мгм. это посыл нашей интеллигенции, может быть, Мгм. к людям, да, это посыл. Но это не документальный фильм, и по нему, конечно, изучать эпоху нельзя. Это вот Мгм. такой вот творческий процесс, естественно. Но Да. полезно всем посмотреть. Мне кажется, полезно было бы посмотреть и российскому зрителю. Может быть, Мгм. россиянам не все понятно будет в этом фильме, и они проведут какие-то аналогии, прежде всего, ну, вот с удельными распрями русских князей, да, Мгм. они могут провести такой аналог.
может быть, не все им будет понятно, но в целом российское общество, россияне, они могли бы увидеть себя, ну вот самих себя, вот россиян. Надо же россиянам знать народы, которые живут на территории России. И это еще один шаг к пониманию, вот, общему такому, общенациональному пониманию. Да, и вот есть еще последний вопрос, да, образ женщины. Очень слабые, все время плачут. Вот ваше мнение о фильме. Ну, да, Ну, это время мне такое, тоже, наверное. ну, И во-первых, это диктат, конечно, мужской, там, я патриархальное не общество, скажу, да. что там сегодня все так сексисты, это так Мгм. далее, да, но мне вот как раз кажется, что сегодня нам не хватает немножечко вот этой мужественности. Пусть будет так. Я считаю, что мы, женщины, и так неплохо сегодня живем, мы сравнялись во многом с мужчинами, где-то даже мы их обгоняем, да, ведь наши мужчины, они вот такие были, и пусть они будут такие. И вот такая, знаете, красивая мужская культура показана, вот красивая мужская вот социальная жизнь, вот как бы показана в этом фильме, а женская часть немножко, ну, нельзя все охватить сразу. Вот. Конечно, на самом деле якутские женщины, они никогда не были придавлены столь сильно, как вот, например, среднеазиатские. Паранджу не носили. Мгм. В Мгм. суровых наших условиях невозможно было слишком уж притеснять друг друга, да, роль женщины как хозяйки, матери, она была высока всегда. Она могла Да. принимать гостей, там, садиться с ними за стол, всегда за ней какое-то слово, Наследовать. наследовать могла, да, Да. совершенно. Даже могла возглавлять род, даже вот было, вы сказали, басджахтар, да, то есть это вот Мгм. женщина, которая вот глава рода. Так что Мгм. вполне такое, ну вот режиссер же не ставил себе задачи показать женщин Мгм. именно. Они скорее Ну там на да, втором плане. все-таки надо знать контекст фильма, да, о том, что это все-таки Мгм. показанная эпоха войн, междоусобиц, Мгм. поэтому там, конечно же, мужчины выходят на первый На план. первый Ну план, что да. же, да, большое спасибо за очень интересную беседу. С нами была Ольга Афанасьевна Парфенова, кандидат исторических наук. И мы поговорили сегодня о фигуре Тыгына Дархана, о 17 веке. И, в общем-то, очень интересная беседа состоялась. Большое спасибо вам. Да, и Спасибо большое вам, спасибо, да, нашим подписчикам за то, что нашей задавали аудитории. такие, да, нашей аудитории, Интерес. за то, что задавали такие интересные вопросы. Спасибо. До Да, до свидания. свидания. Да, до следующих встреч. Спасибо.